Мы инвалиды. И довести до такого состояния, что мы никому не нужны. Потому что хоту всегда. А вы знаете, сейчас новый директор? Когда место есть, да? А социальные говорят, там нет места, там места. Они очень плохо работают. Сейчас надо, если даже новый руководитель пришел, надо развернуто как-то открыто работать. А как вы относитесь к тому, что сейчас вот назначили не работает, которые там Вячеслава Григорьева? Уволили Елену Владимировну Федорову и назначили Вячеслава Григорьева. Как вы к этому относитесь? Владимировна, знаете, она все-таки такая эффективная, как говорится. Ну не знаю. Все время везде бегала, добивалась всего чего-то, как говорится. А по поводу Григорьева что можете сказать? Ну а по поводу Григорьева, мы его увидим, новый руководитель, что он будет? Дело в том, что вот этот санаторий надо восстановить для отдыхающих, для своих северян, пожилых. Нет, ну там таких организаторов, таких людей надо поставить. Хороших, потому что, да, Конечно. наш северный край, куда-то выезжать за пределы. Нет, ну, надо же, знаете, нашему правительству проявить заботу вот именно о пожилых людях. Вот Пожилые и инвалиды. Они не заработали, что ли, такого отдыха и такого отношения? Все верно. Люди-то довольны всем. А как Хорошие руки надо, да, в общем, чтобы это все попало. Хорошим хозяином. И Как, хорошим как хозяином. вы вот что думаете насчет того, что Елену Владимировну уволили вчера? Очень жалко, Елена Владимировна многого добивалась. Она все время Она отстаивала, да, как говорится, получается. отстаивала все такое. А суть какая была, не знаешь, почему? Потому что она шумела и поднимала проблему, поэтому ее убрали. Ненужная стала. Ну, что шумела, вот организовала митинг, требует в отставку. А так как она Требует в отставку этого, как его, Дегтярева, а в итоге он ее уволил сам. Не, она очень Вот так вот. эффективный работник, она же вот все время... Поддержки не было, наверное. Поддержки не было. Она же по его рекомендации была под Дегтяревой, и Дегтярев ее уволил, да? Да, Вот как получается. потому что она стала поднимать проблему того, что деньги разворовали с продажи Сосновки. То бишь против своего шефа не копай, сам попадешь. Да, а она начала копать, и в Сосновка это у итоге нас Нижний Бестяк, да? там большие деньги, Вы знаете, как продажи вот, были, как куда говорится, попали, на неизвестно. собрание было как-то, вот Дегтярев, да, он как-то даже на собрании за столом вел себя. Так я был там, я же был, Тебя взяли, а я виделся. Да, ситуация, конечно, очень патовая. Просто все тогда уже. Вот давай интервью, главный оператор котельный, вот подошел. Спросите у него. Не, ну, Всех в курсе, где ты самый пенсионер. выступать должна? Стоп. В общем, Закрыли, все стоит, все, и света нет, никуда нет. а у кого тут задолженность по зарплате? У меня У всех, А какая? Я полгода уволила. 400 где-то, или 300. где-то 300 так. тысяч? Да. За год? По 3 Почему за 4 года? По 2, по 3 года. У меня за год. у нас у всех... Это с какого года? Это в судебным приставом отнесли 107 этих, как говорится, дел, да? И он говорит, вот я в четверг к судебным приставам ходил, он говорит, что у нас задолженность по зарплате около 6 миллионов. Я говорю, что мы такими копейками, сколько вы нам лет будете выплачивать? До смерти не хватит. Он говорит, если по 600 рублей задолженность по зарплате и по 400,